Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Киселяк Парад» и в начале коротко о главном. Вопросы благоустройства, открытость работы банков и возможность получения жилья. Глава региона Кумар Аксакалов провел очередной прием граждан. Глава региона принял участие в работе сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство народа. Основа обновленного Казахстана». Курс политических реформ Касым-Жомарта Токаева поддерживают и жители нашего региона. В Акаинском районе в пожаре погибли 4 человека. Село, в котором произошло возгорание жилого дома, находилось в 53 километрах от ближайшей пожарной части. В стране будет проведен референдум по конституционным изменениям. Об этом сегодня на 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Разработаны новые поправки, имеют историческое значение. Мы вступаем в новый этап развития нашей государственности, сказал президент. Изначально планировалось, что поправки в закон рассмотрит парламент. Однако президент заявил, что проведение референдума было правильным решением, так как масштабные и существенные изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Через общенациональные выборы каждый гражданин страны может непосредственно участвовать в осуществлении важных изменений в стране. Таким образом, никто не останется в стороне при создании нового Казахстана. Напоминаю, что все 4 поправки Конституции приняты парламентом. Впервые конституционная реформа будет осуществляться путем прямого всенародного голосования. В истории независимого Казахстана общенациональный референдум проводился дважды. Оба были в 1995 году. Кроме того, президент коснулся текущей геополитической ситуации. Сейчас страна сталкивается со многими угрозами изнутри и снаружи, с различного рода провокациями. Нам предстоит преодолеть большую работу, чтобы противостоять этим угрозам, сохранить нерушимое единство всех народов, сказал глава государства на заседании. Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией в торгово-экономической сфере. Глава государства решили поручить правительствам двух стран обратить внимание на вопросы, требующие безотлагательного решения. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав ОДКБ в Москве в середине мая. Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, прибывшего в нашу страну с официальным визитом. На встрече обсуждено состояние стратегического партнерства между Казахстаном и Японией в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Президент выразил намерение укреплять многосторонние экономические связи с Японией. Он также высоко оценил успешное сотрудничество двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере. В свою очередь, Йосимаса Хаяси заявил, что правительство Японии готово расширять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он также выразил поддержку масштабным реформам, проводимым под руководством Касым-Жомарта Токаева. Банковский сектор Казахстана имеет значительные резервы капитала. Это позволит банкам оставаться стабильными, несмотря на негативные факторы. Об этом стало известно в ходе онлайн-встречи премьер-министра Алихана Смаилова и вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию. Таким образом, с начала текущего года совокупные активы банков увеличились на 148 миллиардов тенге или на 37,8 триллиона тенге. Собственный капитал увеличился на 96 миллиардов тенге и достиг 4,5 триллионов тенге. На онлайн-встрече обсудили краткосрочный план действий для банковского сектора. После встречи текущие проекты будут продолжены. Сотрудничество в других областях будет укрепляться. Депутатам нужно выезжать не только в города и районы, но и в отдаленные аулы, чтобы должным образом донести до народа политические реформы. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. По его словам, депутаты должны встречаться с различными категориями граждан в регионах, такими как врачи, учителя, молодежь. Казахстан вступает в новый этап государственности, поэтому президент предложил провести референдум. Председатель партии сказал, что донести изменения до народа простым языком – это новая задача и большая ответственность для депутатов.
В стране будет создан учебный центр по этномедиации. Существуют регулярные курсы, на которых проходит обучение большинство государственных госслужащих. Такое задание президент дал на заседании Ассамблеи. Необходимо полностью мобилизировать научный и экспертный потенциал Ассамблеи. Все проблемные вопросы в межнациональной сфере должны изучаться и обсуждаться публично. Это будет способствовать сохранению межнационального мира и единства, сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства также заявил, что каждый гражданин страны всегда должен руководствоваться национальными интересами, потому что без мира и единства будущее страны безрадостно. Он подчеркнул важность активизации работы не только Ассамблеи, но и ответственных министерств и акиматов. Вопросы благоустройства, открытость работы банков и возможность получения жилья. Глава региона Кумар Аксакалов провел очередной прием граждан. На повестке был всего один вопрос. Жительница Тайншинского района Ирина Белоусова уже много лет не может получить квартиру через Отбасыбанк. Почему так получается, расскажет Илья Кудряков. Ежемесячное отчисление и накопление заветных баллов для участия в конкурсе на получение жилья через госпрограммы. Больше 10 лет Ирина Белоусова стоит в очереди на получение жилья через Отбасыбанк. Ежемесячно пополняет счет на крупную сумму. Пришлось даже продать машину, но получить заветное жилье женщине до сих пор не удалось. В общем, ложу через Народный банк или через банкомат 63 тысячи и 30 на жилстрой 93 тысячи, и так и ежемесячно ложу с того года. И они мне обещают, говорят, и ни разу ни одного сдвига. И до этого был конкурс, я в декабре была, главное, 208-я, а потом в январе опять был конкурс, и я как-то, они говорили, будут понижаться численности, и вдруг я стала 374, как-то наоборот добавилось. Я должен сказать, что вот распределение всего жилья, которое через ипотеку идет только сам банк распределяет. Только банк сам распределяет. Я предлагаю такой вариант, давайте я ваш номер телефона возьму, и вот буквально сейчас прием закончится, я приглашу с банка менеджера, и давайте я выйду на связь и с вами обсудим, что они могут сделать. Но одно могу точно сказать, там действительно бальная система, на нее никто повлиять не может, там только по количеству сумм накоплений и все другие моменты, бальная система работает среди всех очередников. Также, по словам Ирины, люди, которые стоят в очереди уже по 5 лет и ежемесячно делают отчисления, тоже до сих пор не могут получить квартиры. А те, кто кладет на свой счет крупную сумму, но один раз, получают ее буквально на следующем конкурсе. Он там рассказывает, что он там какой-то там должен занимать, вот у него связи, его протолкнуть, как так может быть. А простые люди, которые стоят по несколько лет и даже пишут вот в Отбасыбанке в Инстаграме там комментарии, что незаконно многим дают, а которые стоят действительно по много лет и много отчислений делают ежемесячно, они не могут пройти по программе, когда по-честному. Вы говорите о том, что кто-то там получил квартиры, эти разговоры я периодически слышу, но это среди народа всегда же, как обычно говорим, что вот то-то, начальник какой-то получил. Я вот сразу реагирую на эти вещи, и потом эти факты, они, как обычно, не подтверждаются. Давайте консультироваться, потому что здесь, кроме как консультации, может быть, поиска какого-то пути решения, я тоже не вижу. Может быть, что-то и найдется в результате более внимательного консультирования. Решится ли жилищный вопрос в следующем конкурсе, покажет только время. А пока семья надеется на помощь со стороны акимата. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, служба новостей. В Нур-Султане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошла 31-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, посвященная теме «Единство народа. Основа обновленного Казахстана». В работе сессии в формате онлайн и офлайн принимали участие более 700 человек. В своей речи глава государства акцентрировал внимание на то, что в новых реалиях Ассамблеи по-прежнему будет служить прочной институционной опорой нашей политики мира и согласия. Курс политических реформ Касым-Жомарта Токаева поддерживают и жители нашего региона. Все реформы в Казахстане должны начинаться с Конституции, а не с уличных акций. Именно с основного закона страны. Я считаю, что реформы они обязательны и должны быть в Казахстане. И уверена, что они будут. Я согласна с высказыванием Касым-Жомарта Токаева о том, что закон, справедливость и порядок будут основой для нашей благополучной жизни в последующем.
Глава государства принял участие в работе 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство народа. Основа обновленного Казахстана». Президент назвал безусловной заслугой Ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства. Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступил на путь решительных преобразований во всех сферах жизни. В связи с этим инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, поднимает очень глобальные проблемы сегодняшнего для мира и для Казахстана в том числе. Это единство, наше единство. Единство – это для продвижения нашей страны, для благополучного развития, для процветания нашей страны, для Казахстана, для нового Казахстана. В Северном Казахстане идет подготовка к весенне-полевым работам. Так, в районе Габита-Мусрепова состоялось ежегодное семинар-совещание «День поля». Участие в нем приняли ряд сельхозтоваропроизводителей. Они представили новейшие технологические разработки и современную технику, которые позволят провести посевную кампанию и, как итог, получить богатый урожай. С подробностями Тамерлан Тлеубаев. Северный Казахстан – житница страны. Благодаря труду региональных сельхозформирований из года в год данный титул достается нашей области. На подходе посевная кампания, потому местные аграрии ведут подготовку. В селе Ставрополка района Габита-Мусрепова прошло семинар-совещание «День поля». Участие в нем приняли крупные сельхозтоваропроизводители, которые представили публике современную линейку техники, новейшие технологии удобрения почвы и многое другое. Данная площадка является диалогом между местными исполнительными органами, между сельхозтоваропроизводителями. Мы хотим обозначить начало, как будет проводиться вообще весь порядок проведения сельхозработ, весенне-полевых работ. То есть, еще раз повторюсь, что обмен опытом. Семинар-совещание прошло на базе товарищества «НАМОС». Предприятие существует с 1998 года. Общий посевной клин составляет 18,5 тысяч гектаров. Компания занимается посевом зерновых, масличных и бобовых, пшеница, ячмень, горох и суданская трава. Последнее, к слову, является важной составляющей кормовой базы племенных животных – коров породы Герефорд. На сегодняшний день наша компания укомплектована полностью парком необходимой техники. Каждый год мы стараемся обновляться, добавлять необходимую, улучшать технологию, культуру земледелия. Если говорить, допустим, о этом годе, в принципе, подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме. На сегодняшний день закрыты мероприятия первого следа по закрытию влаги. Далее уже по ситуации на поле будем смотреть. Посевная площадь зерновых в районе Габита-Мусрепова 498 тысяч гектаров, масличных 120 тысяч, а кормовые культуры занимают 46 тысяч. Также местные аграрии планируют посеять картофель на 6,2 тысячи гектаров и отвести 1 тысячу под овощи. Чтобы сезон выдался урожайным, важно обеспечить аграриев качественным оборудованием. Руководство района ознакомилось с представленной продукцией. У нас представлен здесь дрон «Таранис». Данным дроном мы делаем облет полей, и он полностью дает информацию по сорнякам, по вредителям, по болезням, по недостатку питательных веществ. Допустим, вот дроном облетаете, весь анализ, который делается, это программа, да? Вот государственным органам было бы интересно, да, приобрести такое оборудование и смотреть за полями, допустим, насколько они эффективно используют его. В настоящее время местные аграрии планируют полностью закрыть влагу. Если все сложится хорошо, то к посеву они приступят уже в начале мая. Тамерлан Тлеубаев, Михаил Казначеев, служба новостей. И снова пожар. 29 апреля на пульт дежурного поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Май Акжарского района Северо-Казахстанской области. Поселок находится в 53 километрах от ближайшей пожарной части. По словам соседей, во время пожара в доме находились люди. К моменту прибытия пожарного подразделения дом горел открытым пламенем. К тушению пожара приступило добровольное противопожарное формирование крестьянского хозяйства «Майская Агро».
До их прибытия местные жители обнаружили и вывезли на улицу тело женщины 1963 года рождения. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 3 мужчин. Кроме того, пожарные вынесли из дома 1 газовый баллон. В тушении пожара задействовано 4 единицы техники и 14 человек. В результате пожара дом сгорел полностью. Устанавливаются причины и размер материального ущерба. В ходе ликвидации пожара на месте были обнаружены тела 4 человек. Это хозяин дома 1958 года рождения, его супруга 1963 года рождения, а также 2 гостей данного дома 1975 года рождения и 1967 года рождения. Пожар был локализован в 5 часов 00 минут и ликвидирован в 5 часов 40 минут. В озерах области увеличилось количество массовой гибели рыбы. За последние 2 недели в регионе зарегистрировано 7 фактов. По словам специалистов, причиной этому является снижение уровня рек и озер. В регионе около 500 водоемов. Аэрация, проведенная зимой, не дала результатов, потому что неглубокие озера полностью замерзли. На данной береговой линии была произведена уборка природопользователям. Рыба убрана и утилизирована в количестве 100 килограмм. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения нашего земляка, казахского народного писателя, драматурга Габита Мусрепова. В связи с этим в Северо-Казахстанском университете имени Манаша Козыбаева прошла республиканская научно-практическая онлайн-конференция по современной литературе, науке и культуре. На встречу были приглашены почетные гости, студенты и невестка Габита Мусрепова Бекен Сиралина. Подробнее наш корреспондент. У нас есть группа выдающихся людей. Они были репрессированы. Среди них Сабит, Габит, Габиден. Потом к ним присоединился Макжан Жумабаев. Среди них долгожителем является Габит. Он был талантливым человеком. Он был очень заботливым человеком, никогда не говорил плохо за спинами других людей. Много слушал, мало говорил. Впервые я познакомилась с ним в 1958 году. Тогда я сразу поняла, что передо мной великий талант. Он один такой. Других таких больше не было. В Северо-Казахстанской области завершились региональные этапы Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, Республиканской юниорской олимпиады и областной олимпиады «Высшая лига». Сегодня в стенах Дворца школьника наградили победителей и призеров. С какими трудностями столкнулись школьники, сложно ли было победить и какие в дальнейшем планы у участников, расскажет Илья Кудряков. Годы плодотворной учебы, бессонные ночи и стремление к победе. По словам школьников, конкуренция на Олимпиаде была достойная. Только от северного региона участие приняли около 8000 ребят. Каждый из них показал свой максимум, но добиться заветной победы удалось далеко не всем. Амир Акзамов, ученик школы-лицея «Лорд», на областном этапе смог превзойти своих соперников и занял 1-е место. А вот в республиканском уступил, довольствовался только серебром. Биология достаточно интересный предмет, но на Олимпиаде так подзаковыристые задания дают, что прям вот мозги надо вот выжать на полную всю информацию, чтобы написать очень на хороший балл. И в области, и в республике пришлось постараться. В районном этапе, конечно, чуть полегче, но все равно нужно иметь какую-то базу, чтобы написать на хороший результат. Но вот какой результат такой получился. Еще одна победительница областного этапа Олимпиады, ученица 9 класса Корнеевской гимназии Есильского района Дарина Сарсенбаева. Со 2 класса девочка усиленно занимается немецким языком. Стать лучшей проблем не составило, признается Дарина. Конкурентов в знании немецкого было мало, но все-таки пришлось обуздать свое волнение. К слову, 9 класс на республиканском этапе участия не принимал, но и там Дарина смогла бы составить достойную конкуренцию старшеклассникам. Недавно я сдавала экзамен на уровень B1 по немецкому языку. Поэтому дополнительной подготовки я не нуждалась. Но все же большая заслуга моих преподавателей – это Фисенко Евгения Васильевна. Думаю, благодаря ей все же мне удалось занять 1-е место. Главное в республиканских олимпиадах – это прозрачность. Чтобы дать равные возможности участникам, была создана специальная наблюдательная комиссия. Нарушений и замечаний за период проведения выявлено не было. Победа, участие, соревновательный дух – это все закрепляет, воспитывает определенные, скажем, качества в наших детях. Это первое. Второе, вы сейчас знаете, сейчас идет на рассмотрение вопрос о том, что победители международных олимпиад
определенных, они, возможно, будут иметь возможность поступать в вузы. Сейчас вопрос рассматривается. Победители областных олимпиад, они сейчас получат соответствующие дипломы, небольшие призы, сувениры, подарки, да, и, соответственно, часть из них, которые заняли первые места, не участвовали в республиканской олимпиаде. А у победителей Республиканской олимпиады в скором времени будет возможность претендовать на грант ректора в Северо-Казахстанском университете. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, служба новостей. В Назарбаев интеллектуальной школе в Петропавловске состоялся концерт под названием «Мы – один народ с мирной судьбой». Мероприятие приурочено к 1 мая, Дню единства народа Казахстана. На свежем весеннем воздухе варили плов и пекли баурсаки. А в завершении праздника выпускники традиционно высадили молодые саженцы. Тему продолжит наш корреспондент. В Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска отметили День единства народа Казахстана. В честь праздника школьники представили концертную программу, включающую искусство разных народов. Во время праздника был организован парад национальных костюмов. Главная наша цель, конечно же, образование. Но в этот день мы должны показать нашему подрастающему поколению, как это важно – сохранить мир и дружбу в нашем многонациональном государстве. Мы все едины. На празднике представили 12 шиныраков. Каждый готовил свои блюда. Здесь были баурсаки, плов, горячий чай. Всех с праздником! Мы отмечаем 1 мая, День единства народа. Мои внуки учатся с 7 класса здесь, и оба заканчивают в этом году, выпускники. В этом году 128 выпускников покинут стены учебного заведения. В ходе мероприятия по доброй традиции 12-классники высадили 12 молодых саженцев. Елена Горбань, Михаил Казначеев, служба новостей. 1 мая в нашей стране отмечают один из самых добрых и светлых праздников – День единства народа Казахстана. Ежегодно в честь этой даты ТО «Кызылжар-Су» организовывает праздничные мероприятия и спортивные соревнования. Этот год не исключение. В концертной программе приняли участие почетные гости, сотрудники и их родственники. Подробнее моя коллега. Это праздник дружбы, понимания и согласия, который так необходимы для мирной жизни в республике, где проживают представители 150 национальностей. В большую семью Казахстана входят казахи, русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, армяне и многие другие. Причем все уникальны по-своему. В сегодняшнем мероприятии участвуют более 120 сотрудников Кызылжар-Су. По их словам, на подготовку ушло более 30 дней. В этом году мы представляем 5 народностей. 5 народностей принимают участие все подразделения. У нас на предприятии 12 подразделений. Объединились, и мы представляем 5 народностей. Это наши казахи, представляют народ Турции, народ Грузии, грузины, славяне и народ Узбекистана. Жюри оценит команды в 5 номинациях: приветствие, национальная одежда, блюдо и музыкальный номер. Первыми вышли сотрудники из команды «Славяне». Помимо песен, танцев и интересно поставленной сценки, они поразили богатым столом из национальной славянской кухни: растягай, пироги, каравай, квас, окрошка, икра красная и черная. Получилось не только к празднику, но и связано с нашей работой. Мы канализационные, очистные, и для того, чтобы в нашем городе дышалось свободно, чтобы у нас были чистые стоки постоянно, мы запускаем биопруды хлореллу. И в связи с этой ситуацией мы праздник совместили с работой. А команда грузины не скрывает, что рассчитывают только на первое место. Яркое выступление и долгая подготовка, колорит национальной одежды придает уверенности в их победе. Мы предоставляем страну Грузию, Тбилиси, где море ягода, яблок, фруктов, вина, мяса, танцев, веселья, самое главное тостов. Мы готовились очень тщательно, у нас все слажено, танцы, у нас будет сценка, как начиналось строиться Тбилиси. И будет, как говорится, с самого раннего, как птицы боролись, потом как царь
и все это как строилось в Тбилиси, у нас будет очень интересно. По итогу конкурса первое место досталось команде Казахстан и Турция. Второе место заняли коллективы Грузии и славяне. Третье – Узбекистан. Всем в подарок денежные призы. В этот замечательный весенний праздник главное не победа. Главное уважение чужих обычаев, традиций и культуры. Ведь не зря говорят, что мы, народ Казахстана, мы едины. И в этом наша сила и успех. Аида Эльмекова, Адель Нуржанов, служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.